Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях Урал Ахмеров, номер расчета минометной батареи батальона имени Минигали Шаймуратова. Здравствуйте, Урал. Здравствуйте. Урал, вы в сентябре 2023 года отправились в зону специальной военной операции в составе батальона Шаймуратова, а именно были номером расчета минометной батареи. Но только не в сентябре, а в июне. В июне. В июне 2023 года, подписав контракт, отправился в первый башкирский минный батальон, потому что считал, что это быть шаймуратовцем – это не только созвучно, но и действительно, как это сейчас говорят, круто. Тем более был создан после того, как Минигали Шаймуратову была вручена звезда героя посмертно, за что спасибо отдельно правительству республики. И мы не могли посрамить тот подвиг героя, который нас ведет вперед. А вы чем именно занимались в составе минометной батареи? Первоначально моя задача была это, так скажем, вязать мины, закидывать их в миномет. После этого меня поставили водителем, имея категорию С. Уже я занимался перевозкой боеприпасов. Ну и снова пошел на повышение через несколько месяцев и стал связистом нашей минометной батареи. Уже, так скажем, непосредственно передавали приказы командира батальона уже непосредственно расчетом. А в каких направлениях вы работали? Я работал на одном направлении, но, так скажем, это одно из тех, которое является самым сложным, наверное. Ну, по крайней мере, по моему мнению. Это бахмутское направление. Мы участвовали в боях за Клещеевку, Андреевку. Действительно, там вот тяжелые бои были. И все, в принципе, наши военнослужащие батальона проявляли героизм такой, что даже в боевиках такое не покажут. Потому что действительно наши ребята, они делали действительно невозможное. И до сих пор продолжают это делать. Клен наводить, заряд 4, 500, 567, 567, ламер 58, 76, 58, 76, одну мину наводим. Клен принял, наводимся. 56, 57. Где это было? Это было на бахмутском направлении. Шли довольно тяжелые бои. Нужна была помощь, наша помощь для пехоты, которая стояла впереди. Там шел накат, и нам нужно было действительно быстро отрабатывать по цели. Наша задача, наверное, в качестве огневой поддержки, чтобы сохранить нашим ребятам жизнь. Урал, по кадрам вижу, что оснащение было хорошим. Да, это так, и в том числе это заслуга, наверное, в большей части заслуга нашей республики. Потому что когда отправлялся первый состав батальона Шаймуратова, бронежилеты, каски, этим всем обеспечивала наша республика. За что огромная благодарность Раде Фаритовичу. Пересекались с ним там, за ленточкой? Я не пересекался. Когда он приезжал награждать наш батальон медалями Шаймуратова, мы выполняли боевую задачу, и мы не успели буквально на 2 часа приехать. Раньше, если приехали, то бы увиделись, наверное. Была встреча также у Ради Фаритовича со старшиной нашей минометной батареи. И тогда наш старшина передал привет Владимиру Владимировичу Путину. Через меня просил уточнить у Ради Фаритовича, передал ли он привет. Ради Фаритович на что мне ответил, конечно, передал. А у нас даже есть это видео. Вот оно. Давайте посмотрим. Давайте. Разрешите обратиться? Да. Буквально недавно, во время вашей поездки в зону СВО, вы были в батальоне Шаймуратова. И старшина нашей минометной батареи, мой сослуживец, задал вам, просил, точнее, вас передать привет. Передал. Урал, на СВО от вас очень многое зависело. Все-таки перелет, недолет – это очень критично. Да, так и есть. У нас, скажу так, вычислители были шикарные. И они есть. И работают они. Вот действительно день и ночь
не покладая рук. Если, так скажем, появляются так называемые осадки, да, то есть начинается обстрел позиций, и расчет может находиться в блиндаже и позволить себе там поочередно поспать, то вычислитель, он всегда бодрый. Потому что если он уснет, неправильно сделает расчет, последствия могут быть довольно тяжкие на самом деле. Мы ведь с вами пересекались на позициях, и оттуда есть даже видео. Давайте посмотрим, как это было. Боец с позывным ЗУР, а еще и коллега с телеканала «Вся Уфа». Как так оказалось, что ты здесь? Ну, когда это все началось, как любой сознательный гражданин, я не мог оставаться в стороне. И выбор пал именно на батальон имени Шеймуратова, чему несказанно рад и горд. Не пожалел? Ни разу. Видя то, что происходит сейчас здесь, в Донецкой Народной Республике, зверство со стороны националистов, всегда понимаешь, что не зря. Когда слышишь также по новостям, здесь рядом ощущаешь то, что стреляют в том числе и по детям, то все вопросы о том, что зря, не зря, они отпадают сами собой. А я услышал телеканал «Вся Уфа». А чем вы там занимались? Я работал там ассистентом режиссера телевидения, и сейчас, скажу, наверное, так, впервые по ту сторону пульта. Урал, а с коллегами удается общаться? Да, периодически видимся на мероприятиях. Я в том числе участвую как член Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Удается видеться. Урал, а вы с земляками служили? Да, я служил с земляками. Я сам, так скажем, родом, наверное, все детство провел в городе Дюртюли. У меня командир расчета на тот момент, сам с города Дюртюли. И нас было 4 человека непосредственно с города Дюртюли. Вы родом из Агидели? Я родом, да, я родился в Агиделе. Большую часть жизни провели в Дюртюлях. Да. Там, так скажем, провел чудесные юношеские годы. Для меня была одна машина очень знаковой, потому что она была передана от города Агидель в рамках как раз-таки гуманитарной помощи. И каждый раз я говорил, садясь в КАЗ-66, то, что, ну давай, земляк, вот сейчас доедем, я выйду, потом ты приедешь за мной и заберешь. И вот я всегда с ней так разговаривал. Здесь, наверное, работало как у Ильи Муромца, да, чтобы земля родная была с собой. А здесь как раз и машины с родного города, и тоже земляки мои. Как это, когда земляки рядом? Это проще. С этим легче, потому что в том числе что татарский, что башкирский на позициях нам очень помогал. Потому что противник не мог понять, о чем мы ведем переговоры. Мы знаем, как важна перезагрузка на передовой. Давайте посмотрим, как там у вас это бывало. Что это за песня? Это песня про прощание с мамой, так скажем. То, что парень отправился защищать родину, и в случае, если он погибнет, то не вините его в этом. Урал, а гитара важна там на СВО? Умеешь играть, да. Данную гитару мне отправила супруга моего сослуживца в качестве гуманитарной помощи. И она сейчас там, на позициях? Да. Она также у наших ребят, в случае, если душа потребует песен, они могут ее взять спокойно и играть. Урал, у вас семья военнослужащих и педагогов. По вашей семье можно книги писать? Наверное, да. Рос я в семье преподавателей, начиная от бабушки. Бабушка у меня преподаватель, мама моя преподаватель. А мужская часть – это все же военные. У меня дядя мой, это брат бабушки, воевал как раз в Великой Отечественной войне на Белорусском фронте. А другой дядя был военным корреспондентом. Совершенно верно.
А папа у вас Папа у погиб? меня, да, погиб после последствий ранения. В Служил он Афганистане? В Афганистане, да. Поэтому идти, не идти, вопросов, соответственно, и не было. А гордитесь подвигами своих предков? А как по-другому? Меня мама воспитала так, что семья – это самое важное, самое ценное. Неважно, живы или нет они. Они – моя семья. И только их память я могу нести с собой дальше. И опираться на эту память. Вы участвуете в кадровой программе «Герои Башкортостана» и прошли в следующий этап, где всего 150 человек. Урал, а что ждете от программы? Получение навыков управления в муниципальной, в гражданской муниципальной службе, в том числе и в органах республиканской власти. Потому что те, кто сейчас вернулся из зоны СВО, мы понимаем, с какими трудностями сталкиваются и ветераны, и их семьи. Мы нацелены на улучшение качества жизни. Мы посмотрели, как бывает плохо. Теперь мы хотим сделать, чтобы у нас было прям отлично. Не просто хорошо, а отлично. И работать как раз-таки над улучшением жизни в республике. Получается, эта программа нужна? Она необходима, остро необходима, я бы сказал. Патриотизм, родина, честь. Что это для вас? Одно без другого не может существовать в принципе. Для меня это жизнь, это моя земля, это моя страна, моя родина. И патриотизм нужно доказывать не просто словами, а нужно действовать. И патриотизм не заключается только идти конкретно на службу. Есть люди с ограничениями, по ограничениям здоровья, возможностей, страха даже возможно. Но они делают здесь, дома, колоссальную работу. Те же самые, плетение тех же самых маскировочных сетей, которые действительно необходимы на передовой. Да, любой вклад важен, конечно. Абсолютно. Мне как-то раз передали маленький пакетик, в котором был коробок спичек, одна конфетка и салфетка. Вот тряпичная салфетка. И было на татарском написано: «Сынок, вернись домой». И этот пакетик я не открывал, пока я не вернулся домой. Он был со мной, и он у меня лежал, как и Коран, он лежал в бронежилете и всегда был со мной. Урал, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. В вас я вижу настоящего патриота нашей страны. Спасибо. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Урал Ахмеров, номер расчета минометной батареи батальона имени Минигали Шаймуратова, участник кадровой программы «Герои Башкортостана». Увидимся через неделю. Победа будет за нами.